6 августа в Сухумский морпорт причалит первая комета из Сочи. Об этом журналистам рассказали президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе его визита в столицу Абхазии 11 июля. Уверен, что многие люди поедут на этом транспорте ради того, чтобы насладиться пейзажами прибрежной Абхазии. В этом смысле такой проект планируется. Я думаю, что мы не раскроем секрета. Уже вчера Сергей Владимирович про это говорил. Первый тестовый рейс будет уже 6 августа. Я надеюсь, что такого рода сообщение будет пользоваться спросом. А уже 13 июля Абхазское морское пароходство завершило все необходимые работы для приема первой кометы. Дополнительные отбойные устройства мы установили на причальное сооружение, которые адаптированы конкретно под комету. Также был осуществлен косметический ремонт настила причального сооружения и для безопасности пассажиров леерное ограждение. И причал оснащен всеми необходимыми средствами, которые требует техника безопасности. Так что мы на сегодняшний день готовы к приему данного судна. Комета проекта М-120. Сухумский морпорт не впервые будет принимать международный водный транспорт, поэтому технически был практически готов к приему судна. У нас есть уже большой опыт по приему различных судов, такие как «Грифон». И для нас, мы все знаем, это историческое событие, когда князь Владимир зашел в наш порт. И опыт у нас большой по этому поводу. А 5 августа тут же в морпорту будет в тестовом режиме запущен морской светомузыкальный фонтан. Он будет расположен между двумя причалами – грузовым и пассажирским, прямо в море. На зиму в период штормов его будут убирать. А идея установить такой фонтан в Сухуми появилась на собрании молодежи в арт-кластере Таврида. С российской платформой молодых людей культурного сообщества было дано задание группе компаний City Exclusive по разработке проекта светомузыкального фонтана. В комплекс данного фонтана входит понтонный фонтан, установленный на самом понтоне. Также комплекс подсветки морского порта. Высота центральной струи данного фонтана будет 20 метров, разброс воды по сторонам 30 метров. Работы по подготовке к установке фонтана идут полным ходом. Строительством занимается компания «Фонтан Сити», имеющая опыт установки более 600 таких фонтанов по России. Работы в Сухуми идут совместно с администрацией города. Работы, конечно, не простые, но город принимает все нужные усилия, прикладывает, чтобы подвести все коммуникации к данному проекту, потому что проект тоже не из дешевых, раз нам молодые люди и культурное сообщество России делают такой подарок, мы, конечно, прикладываем максимум усилий, чтобы все это осуществить в срок, который нам поставлен. Мы подводим сюда электроэнергию, интернет, всякого рода коммуникации, все это в город и управление морского пароходства. Мы совместно осуществляем данные работы. Фонтан станет еще одной визитной карточкой абхазской столицы, точкой притяжения в городе. В конце концов, украсит набережную и морпорт. Здесь будет очень красивая установка светомузыкальная. На данном фонтане можно подключить любой трек, и фонтан будет подыгрывать любой музыке, любому треку, который мы на него включим. Здесь будет место притяжения молодых людей, романтика. Фонтан будет управляться пультом. Это небольшое помещение в здании порта. Его уже установили. Вода, музыка и свет, соединившиеся в одном новом для Абхазии морском сооружении, темными южными вечерами будут радовать жителей и гостей республики красочными шоу. Уже начиная с 5 августа. Марьяна Котова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.